Здравствуйте, ребята! Сегодня с вами я, Волк, из спектакля «Лиса-сирота». И я расскажу вам сказку Виталия Бианки «Как муравьишка домой спешил». В общем, дело было как. Залез муравей на березу и долез до вершины. Посмотрел он вниз, а там на земле его родной муравейник чуть виден. Сел он, значит, на листок и думает: вот отдохну немножко и вниз. У муравьев ведь строго, вот только солнышко на закат, все домой бегут. Ой, сядет солнце, муравьи все входы-выходы закроют и спать. А тот, кто опоздал, хоть на улице ночуй. А солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает: ну ничего, я поспею, вниз ведь скорей. А листок-то был плохой, желтый, сухой. Дунул ветер, сорвал его с ветки, и полетел листок через реку, через лес, через деревню. Летит муравьишка на листке, качается, чуть жив от страха. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. А листок упал на камень, и муравьишка себе ноги отшиб. Ой, лежит и думает: пропала моя головушка. Ой, не добраться мне теперь до дому. Место-то кругом ровное. Вот был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда, ноги болят. Обидно, хоть землю кусай. И смотрит муравей, а рядом гусеница-землемер лежит. Ну, червяк червяком, да вот только спереди ноги и сзади. Ну и говорит он землемеру: землемер, снеси меня домой, у меня ножки болят. Кусаться не будешь? Не, не буду. Ну садись, подвезу. Вскарабкался он на спину землемеру, а тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост к голове. Потом вдруг встанет во весь рост, да как ляжет, как отмерит, сколько в нем росту на земле, и опять в дугу скрючится. В общем, так и пошел землемер землю мерить, а муравей-то то к земле летит, то к небу, то к земле, то к небу, то вниз головой, то вверх. Не могу больше! Кричит: стой, а то укушу. Но остановился землемер. Муравьишка слез, ой, еле отдышался. Огляделся, а тут луг впереди, а на лугу трава скошенная лежит. А по лугу паук-сенокосец шагает. Вот ноги у него как ходули, а между ног голова качается. Ну, паук, снеси меня домой, у меня ножки болят. Садись, подвезу. И вот тут, ой, муравью пришлось карабкаться по ноге до коленки, а с коленки на спину. Но ноги-то у паука сенокоса торчат выше спины. В общем, начал паук свои ходули переставлять. Одна нога здесь, другая там. Ой, замелькали все 8 ног. В общем, идет он не быстро, брюхом по земле чиркает. Муравью-то такая езда надоела, ему ж домой торопиться надо. Ой, чуть было не укусил он паука, да тут они вышли на гладкую дорожку, и остановился паук. Говорит: слезай, вон жужелка бежит, она резвей меня. Ой, слез муравей. Жужелка, снеси меня домой, у меня ножки болят. Садись, прокачу. Вот только успел муравей вскарабкаться жужелице на спину, а она как пустится бежать. Ой, ноги-то у нее ровные, как у коня. В общем, бежит этот шестиногий конь, бежит, не трясет, будто по воздуху летит. Вмиг они домчались до картофельного поля. Но все хорошо, а жужелка говорит: слезай, не с моими ногами по картофельным грядам попрыгать, другого коня бери. Слезть пришлось. Ой, солнце садится, картофельная ботва для муравья лес густой. Ой, да, здесь ему и здоровыми ногами целый день было бы бежать, но солнце-то низко.
И вдруг слышит муравей, пищит кто-то. «А ну, полезай ко мне на спину, поскачем!» Обернулся муравей, а там жучок-блошачок. Его вот чуть от земли видно. В общем, разговор у них такой состоялся. «Да ты ж маленький, тебе меня не поднять!» «А ты большой, лезь, говорю!» Ну, в общем, кое-как уместился муравей на спине у блошака. Вот только-только он забрался, блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, но они у него как пружинки, складные, и щелк распрямил их. Глядь, уже на грядке сидят. Щелк на другой, щелк на третий. Вот так вот весь огород до самого забора отщелкал. Ой, забор высокий. И муравей того спрашивает, а ты через забор можешь? А тот и отвечает, что не может, и высок очень. Кузнечика просить надо. Ну, слез муравей, побежал к кузнечику и просит его: «Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой, у меня ножки болят». «Садись на загривок». Ну, сел муравей ему на загривок. Кузнечик складывает задние длинные ноги пополам, потом разом выпрямляет и прыгает высоко-высоко в воздух, ну, как блошачок. И тут у кузнечика с треском разворачиваются за спиной крылья и переносят кузнечика через забор и тихонько опускают на землю. «Стоп», — говорит кузнечик, — «приехали». Муравей смотрит вокруг, а там река. Ой, по ней год плыви не переплывешь, а солнце-то еще ниже. А кузнечик ему и говорит, что через реку он не перескочит, уж больно широка. И говорит, чтоб подождал, он водомерку крикнет, будет ему перевозчик. В общем, затрещал он по-своему. И действительно, бежит по воде лодочка на ножках. Подбегает. Не лодочка. Это был водомер-коклов. «Ну, Водомер, снеси меня домой. У меня ножки болят». «Садись, подвезу». В общем, сел муравей на водомера, а водомер подпрыгнет и зашагает по воде, как по суху. А солнце-то совсем низко. «Миленький, миленький, пошибче, меня домой не пустят». «Можно и пошибче», — говорит водомер. И как припустит, оттолкнется ножками и катит, скользит по воде, словно по льду. В общем, живо на том берегу очутились. «А по земле можешь?» — спрашивает муравей. «Нет, по земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди, вон, лес густой. В общем, ищи себе другого коня». Посмотрел муравей вперед. И действительно, над рекой лес высокий, до самого неба, а солнце за ним уже скрылось. Ой, не попасть муравьишке домой. «Гляди», — говорит водомер, — «он тебе конь ползет». Смотрит муравей. Действительно, ползет мимо майский хрущ. Ну, тяжелый жук такой, неуклюжий. Разве на нем далеко ускачешь? Но все-таки он послушался водомера. Вот. Послушался он водомера. «Хрущ, хрущ, снеси меня домой, у меня ножки болят». Ой, согласился хрущ помочь муравью. В общем, влез он жуку на спину. А жук говорит: «Сел, что ли?» «Сел. А куда?» «На спину. Глупый, на голову лезь». Влез муравей жуку на голову. И хорошо, что не остался на спине, ибо разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял. Крылья у жука точно два перевернутых корыта. А из-под них другие крылышки полезли, тоненькие, прозрачные, шире и длиннее верхних. В общем, стал жук пыхтеть, надуваться. Уф, 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 уф. Ну, словно мотор заводит. Ой. «Дяденька, дяденька», — просит муравей, — «ну поскорей, поскорей, миленький». А не отвечает жук, да пыхтит только. Уф, 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 уф. И затрепетали тонкие крылышки. Заработали. В общем, поднялся хрущ на воздух, как пробку его ветром вверх выкинуло выше леса. А муравей сверху видит. Солнышко краем
землю зацепило. А хрущ-то как помчит, аж дух захватило. Несется, буравит воздух, словно пуля. В общем, мелькнул под ними лес и пропал. А вот и береза, знакомая, и муравейник под ней. А над самой березой выключил жук мотор и шлеп на сук. Дяденька, дяденька, миленький, как мне вниз-то? У меня ведь ножки болят, я себе шею сломаю. Сложил жук тонкие крылья вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, подумал и говорит: ну, вниз спуститься, как я не знаю. Я на муравейник не полечу, уж больно вы кусачие. Ой, глянул муравей вниз, а там под самой березой его дом родной. Глянул он на солнышко, а то по пояс в землю ушло. Ой, и не попасть муравью домой, хоть вниз головой бросайся. И вдруг видит, рядом на листке гусеница-листовертка сидит, шелковую нитку тянет и на сучок мотает. Гусеница, гусеница, пусти меня домой, последняя минуточка осталась. А та отвечает: отстань, видишь, дело делаю, пряжу плету. Ой, а муравей: все меня жалели, никто не гнал, а ты первая. В общем, муравей не удержался, бросился на нее, да как укусит. Та с перепугу лапки поджала и кувырк с листа, и полетели они оба вниз. Падают, падают, да вот только недолго падали, что-то сверху там, дерг! И закачались они оба на шелковой ниточке, а ниточка-то на сучок была намотана. В общем, качается муравей на листовертке, как на качелях. Ниточка все длинней делается и длинней, выматывается потихоньку. Вот. А муравьишка с листоверткой все ниже и ниже опускаются. А там, внизу, муравьи все входы и выходы закрывают. Нет, один остался, последний. Ну, муравьишка с гусеницы кувырк и домой. Успел. Ой, вот тут солнышко зашло, муравьи все входы-выходы позакрывали. А муравьишка, как дома оказался, устроился в своей кроватке и спать. Вот такая вот сказка. Ну, спокойной вам ночи, ребята.